получилась незапланированная съемка, потому что где-то с четверга, да, наверное, было тепло, где-то минус 9, минус 11 погода, Да. температура была на улице. И сегодня мы с, Раисой. хотела сказать, с Дарой, с Раисой Николаевной вышли на прогулку. И Пусть будем будет. рассказывать про что? Пусть будет Дара. Но мы сегодня решили рассказать о памятниках, которые у нас здесь в Якутске построены. И почему построены-то? Поставлены, посажены. Посажены, изготовлены, сделаны. Ну, вот, я думаю, что для кругозора, для, скажем так, ну, чтобы как восполнить знания об истории. Причем будем Нашей снимать не страны. про просто памятники, а про интересные памятники. То есть Да. не про Ленина и Сталина, а про совершенно другие Да, про монументы. Ленина и Сталина, скорее всего, уже все знают, а про такие вот необычные памятники, скорее всего, никто не... И Дар нам сейчас вот придет экскурсию. А я Да. буду снимать, как обычно. Я постараюсь. Рассказывай, где мы находимся, кто это? Мы находимся, значит, у памятника. Это даже не памятник, это скульптурная композиция, которая Как здесь скользко. изображает мужчину, да, женщину и ребенка. Это Семен Дежнев, первый русский, скажем так, в первом проходе конца 17 века, да, получается, он в 1638 году, ну, это по легенде, что он приехал, это Абакая, да, Его жена, супруга. да. И их супруга. Еще, кстати, в народе этот памятник называется памятник первым сахалярам. Кто такие сахаляры? Сахаляры это, значит, дети, которые родились От смешанных браков. да, в смешанном браке. То есть это олицетворение истинного образа, искренней любви, женского, скажем, счастья и верности семейной. И данную вот пару наш известный писатель Сорон Амалон популяризировал, романтизировал и даже поставили балет Абакаяда. Да, в 80-х годах, Да. по-моему. Поэтому То есть мы это сюда символ, пришли не да. случайно. Да, Да. символ семьи, верности и любви. И также это является знаком единения России и Якутии. Да. Идем дальше. Да? Самый северный цирк. Это он на самом деле самый северный. И наша Дара. Пошли. Короче, мы идем по сугробам. Как эти. Рассказывай, что за памятник, почему мы здесь находимся. Короче, его построили, то есть он был сделан в 2004 году, поставили. В 2004-м? Да, в 2004. И вообще, на самом деле, здесь должна быть заложена капсула, которую когда-то откроют. Лет приурочена- 60. да. А вообще приурочена она в память, ну вообще не в память, а памятник посвящен молодым цирковым артистам. Ну вот, циркачи сверху на Мамонтенке. Да. Немножко сюрреалистичная, да. Ты знал, что Человек- есть капсула заложена? Нет. Это вот пока ты мне не сказала, я Будешь знать. Не. Побежали дальше. Побежали. Ты, кстати, в курсе, что вот здесь вот раньше, да, вот где этот купол, где он, Мгм. вот он, там раньше был телескоп. Да, кругленький такой был. Да, и сам купол был кругленький. Да. Дворец Это детства. был дворец детства, на самом деле. Дворец пионеров. Дворец, точно. Сейчас он дворец детства называется. Я могла об этом забыть. Да. Я ходила сюда на балет. Все сюда ходили на Я балет. Состоявшаяся балерина. Куда мы пришли, рассказывай, что теперь это? мы находимся у скульптуры, которая называется «Одуванчики. Три грации». Автором, то есть по картине, получается, прототипом послужила картина художника Андрея Чикачева. А детишки — это его дети. Кстати, самая, по-моему, Да, известная это- картина, да? Да, ее в 2014 году поставили на День защиты детей. Скульптура, а не картину. Ну, так и хочется сказать, что картина, потому что вот прям они такие хорошенькие, да? Да, красиво сделано. Это символ беззаботного детства. Он прям так здесь символично вообще стоит, на самом деле, на территории вот детского творчества и Дворца детского творчества. И возвращает нас в лето.
Хотя, Несмотря на снег. несмотря на снег, Такие они сугробы уже, да. снега. Ты не замерзла? Кстати, картину можно посмотреть в Национальном художественном музее нашем, но значит, Не на постоянной да, не на экспозиции. постоянной основе, только на выставках. Ты её можешь посмотреть. Я, по-моему, ее видела, я не помню. А я ее только так вот в интернете только видела, живую нет. Или Всё. вру, или вру. Или врешь. Ага, или вру. Все, идем дальше. Идем дальше. А где карась-то? Нет, серьезно, его нет. Тут, видимо, из-за того, что ведутся работы, может, поэтому его убрали? Он же вот тут стоял или тут был, он вообще вот здесь где-то был. Вот досада, Все, да? битте. Кто знает, куда дели карася? Обязательно пишите в комментариях. А давай все равно расскажем про него. И найди фотографию в интернете. Да? Вот здесь, на этом месте. Ориентировочно. Ориентировочно. Вот в этом месте, значит, была вот эта скульптура карася. Большой такой золотой карась, символизирующий. Ну, вообще карась считается, что это рыба такая народная. У любого якута спроси, любит ли он караси, он скажет да. И в голодные годы Великой Отечественной войны, как раз таки благодаря хорошему нересту этой популяции этой рыбы, мы выжили. Да, наши деды и бабушки рыбачили. Все, наверное, знают мумха, вот по-якутски называется. Вот это вообще целое священное какое-то у них прям действо. Я, кстати, в прошлом году снимала мунху, я ссылку оставлю. Да, и там это прям чуть ли не обряды там, и они там семьями делят потом эти... Ну, то есть, получается, такая традиция, да, рыба, которая неприхотливая и которая очень Да. быстро размножается, да? Да, и это достаток, это напоминание о том, что вот наши соотечественники, скажем так, выживали как могли. Так что вот так. Пошлите дальше. Мы пришли на площадь Орджоникидзе. Сейчас Дара хочет показать какую-то штуку. Что это за штука такая вообще? Ну, это какая-то инсталляция. Музыка для всех написана. Мелодично же все равно. Наверное, когда ветер сильный, здесь красиво звучит. Вот это вот, видимо, заготовки к конкурсу, который начнется на следующей неделе, и я хочу сюда прийти и поснимать с мастерами. Кажется, да. Мне кажется, что вот здесь вот уже начали делать итальянские столбы. Лед завезли. В каком году его установили? В 2013 году, в сентябре, было открытие. Вообще Я красиво, помню, туда да? еще залезали же внутрь. Да, сейчас оно находится под напряжением. Да? Ну, туда нельзя. Ну вот, да. И вообще объект находится под видеонаблюдением, поэтому уж не советую. Слушай, ну мы реально как в фильмах ужасов рассказываем, куда мы пришли, почему Мы сейчас находимся подсвечиваем. на территории краеведческого музея. Полное юридическое название я, к сожалению, не помню. Но здесь Якутский вот такая... государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера. Мгм. Я оставлю ссылку, потому что я снимала с ними тоже Да. видео. И мы сейчас вот включили фонарик, вполне, чтобы вам было видно. Вообще, в годы войны Да, стоял... почему зайцам вообще? Почему вообще зайцы и почему им? Потому что в годы войны вообще были такие годы засухи, нет травы, нет... Голода. Ага, голодали, да? И, соответственно, саранча, все, нашествие. Вот. А зато зайцев было очень много, и благодаря, как и карасям, эти зайчики спасли тоже нас от голода, наш народ. Да, помогли жителям Якутии пережить. Есть такая же версия, что одного зайчика украли, Вот но это его верхняя, скорее почетно... всего. Да, это они уже стоят здесь с 2006 года. А 14 лет. Да, я увидела их сегодня только в первый раз. Вот Видишь, такие хорошенькие век зайчики. учись. Да. А сейчас я предлагаю пройти, здесь, слушай, так красиво, такая подсветка у музея красивая. Я предлагаю, да, вот пройти к
киту, и там мы выйдем к нашему финальному памятнику нашей прогулки. Почему вообще, собственно, начали снимать это видео? Все, Пошли? пошли. Слушай, ну он такой красивый музей, мне прям очень нравится. Кстати, здание тоже старое, какого там века. Ну, такое гигантское, да? Да. А это белуга или кто там тоже заплывала? Белуга, по-моему, он тоже заплывала. Ой, слушай, какой-то Никодимов еще, оказывается, построил. До этого не было раньше. Человек первый раз в музей пришел. Я очень давно как бы не была здесь. Это что такая смешная есть? Это мы делали фотографии, она сейчас смеется. Покажи фотографии. Короче, я красавица, а Юля удивилась. Ну-ка, а что у тебя не этого? Не фокусируется. Ну-ка, подальше. Вот, Вот. вот, вот, вот. Подожди, я сейчас увеличу. Смотрите на Юлю. Ты мой зайчик. Смотри, как красиво здесь. Вообще, да? Очень красивое здание. Все, пошли к нашему дворнику. Пошли. Мы сейчас находимся возле кинотеатра «Центральный», и я хочу вам немножко рассказать о скульптуре. Такая румяная, хорошенькая. Да, хочу рассказать о этой скульптуре. Это дворник. И давай вот так вот обойдем. Чтобы поздороваться с ним, нужно же, да, посмотреть на его лицо. Но, как вы видите, как будто это спина. А потом тоже спина. А где же его лицо? Его лица нет. Но он характеризует, знаешь, такого добрягу такого, да? Такой надежный такой. Борец за, скажем так, Чистоту. за чистоту, да, с ним как будто бы как за, Тут даже за под ним, ногам как за смотреть каменной непонятно. стеной, за этим дворником, меня не видно. И чтобы вы знали, да, если вы не знали, он, оказывается, входит в топ 10 или 20 интересных мест В России. Сейчас проходит как раз голосование, вы можете проголосовать за нашего дворника, пожелать ему счастья, здоровья Чистого города. и чистого города. Не сорите, не бросайте свой мусор И не плюйтесь. и не плюйтесь. Кстати, он был очень такой объемный, сейчас он какой-то чистый. Ну, сейчас зима, потому что, мне кажется, все растаяло. Все, наша прогулка закончилась. Здесь, смотри, досок нет, сломались. Офигеть! Никак не покатаешься, наверное, да? Я попробую. В общем, завещание на полке. Ключи от сейфа возьмете у Юли. Хорошо. Удачи мне, дорогие наши подписчики, да? О, нет, нормально, нормально. Нормально? Да вообще хорошо. Я сейчас еще разгонюсь. Ты, главное, меня не сбей. Да. Мы не боимся мороза. Ну-ка. Помнишь? Нам еще мороженого не хватает. Ага. Помнишь, песня была? Нет. Крылатые качели А, летят, летят. Песня нашего летят. детства. Или- ой, боже, отхожу по сугробу. Слушай, у меня, по-моему, это голова закружилась. Хорошего помаленьку. Ой, боже, я не каталась на качелях, я не знаю, сколько лет. Хорошенько, да, разгонись. Фу. Нет, нормально. Держись крепче. Я сейчас в дырку упаду. Прикольно. Прикольно, да, скажи? Да, как в детстве. Да. Всё, спасибо за прогулку. Почему я в маске, а ты без? Давай. Потом, если что, там подожмешь, отрежешь. Короче, давай. А что там говорят? Скажи, жмите на колокольчик, там типа такого скажи. Подписывайтесь Спасибо. на канал. Да. Спасибо, что были Ставьте с нами. лайк Нет. Раисе. Ага. Да, за прогулку. Да. Спасибо, что были с нами. И что еще? Подписывайтесь, пишите комментарии, что Рая должна рассказать в следующий раз, какую экскурсию провести по городу. Все, спасибо, всем пока.